И в общем, ребят, я сейчас буду обживаться. Затоплю печку. Чайник поставим. И сейчас сразу же поставлю я жерлицы. Я привез жерлицы, и лед крепкий, он крепкий в середине. Вдоль берега только, около берега очень опасно. Здесь начну, и где-то поворот я раскидаю там. Пока не надоест. Можно еще выше, но туда, если выше ехать, то надо с собой доски какие-то брать. Но не буду заморачиваться, здесь поставим и все. Если одну щуку поймаю, это уже достаточно радость. Вот. Надо немножко посушиться, я весь сыр. Весь. Капец. Сейчас сухие дрова расколем. Сырые тоже есть. Пилим еще. Разгружусь, и надо мотособаку закрыть этой корытой, этим прицепом закрою. Кто его знает, может всю ночь еще снег будет, дождь будет идти со снегом. Такие дела. Самое главное, доехали. А остальное. Мы сейчас на большой земле. Нам ничего сейчас не страшно. Хоть на технику, хоть пешком, хоть ползком, но я дойду до дома. Самое главное, речку перешли. Вот так. Тут у нас вот так все оставлял. Продукты здесь на столе, чтобы мыши, да, и чтобы не продырявили сумку. Закрыл, чтобы солнце не попадало. Вот, Тулан, все, отдыхай тоже, балдей дальше. Плотный снегопад начался. Это да, снег валит, капец. Посмотрел, что у меня там есть, что приготовить. Картошка есть, консервы есть. Яйцо есть, 10 штук взял. Сырые яйцо там можно пожарить. Сейчас термоса чай попью, потому что чайник поставил, он сразу не закипит. В термосе у меня кипяток. Салат надо доесть. И колбаса на скорую руку. Вот сейчас немножко аппетит разыгрался у меня, пока я ехал. Вот. И погода испортилась. Все планы меняет. Но все равно хоть жерлицы поставлю, а там дальше посмотрим, что делать. Переночую. Одну ночь переночую. Посмотрим завтра, какая погода будет. Если будет такая погода, что из дома, из избушки не выходить, то лучше уже уехать. Я настроен еще хотя бы 2 ночи здесь побыть. Почему бы и нет. За водой сходил. Чайник поставил. Дрова немножко заготовил сухие там. И сырые там. Ну, тут все под рукой, в принципе. А сейчас это у меня только завтрак начинается, потому что я сегодня с утра ничего не ел. Чай попил только, и все. Так что сейчас я буду немножко завтракать. Ох, обалдеть. И колбаса. Сейчас погоду покажу еще, чтобы представление было у вас. Вот. Резко как все меняется. Прям на глазах снег прибавляется. Дождь начинался. Вот у меня лобовое стекло весь во льду. И идет такой снег сейчас. Тулан в будке там. У него каша. Привез я кашу остатки. Сейчас ему тоже дам. Пусть покушает. Вот такая картина.
Апрель месяц. Да? Хороший снегопад. Сейчас накормлю туланчик я тебя. Каша у него, ох, рисовая. Макароны, что давал сегодня, он все съел, а вот рис вчерашний еще остался. Сегодня тебе варить мне не надо. Это хорошо. Рассказываю. В общем, такая картина на улице. Сейчас сходил к речке, поставил 4 жерлицы. Больше не стал ставить. Там большое течение сейчас на реке. Вот я отпускаю грузила. И он просто идет. Ну, 4 штуки поставил прямо здесь недалеко. Вот. Видите? Уже почти 5 сантиметров выпал снега. Прям такой снегопад стал. Плотный. И сырой. Самое главное, он сырой. Фиг с ним, снег идет. Скажем, мороз, когда снег идет, ты вытряхнешься и все. А сейчас он прилипает. И моментально он пропитывается вот в одежду. Шапка отсыревает, штаны. Ну, короче говоря, вот первые 2, прямо здесь недалеко. Потом следующие вон там, ну, с этой стороны, от берега там недалеко. Еще 2 штуки. Пробно, пока так подержу. Если поклевки будут, буду добавлять. Если нет, так все. Хотя жерлица у меня еще есть. Отсюда, наверное, не видно. О, блин. Тут 2 доски поставил. А, вон еще 3-я и 4-я вот ниже. 4-й не видно. Вот, отсюда 3 штуки вижу. Хорошо, что успели мы до этого снегопада доехать. В непогоду тяжелее. Это то же самое, как дождь, блин. И на ходу он просто липнет мне в очки, во-первых, в лицо. И сейчас уже я никуда не пойду. Хотел еще за чагой сходить. Все, не пойду. Потому что ни хрена не видно. Такой вот, как будто стена белая такая занавеска от этого снегопада. И издалека ты ничего не видишь. Сейчас буду в избушке там. Кушать не хочется, чтобы что-либо приготовить. На ужин что-нибудь организую. А сейчас я лягу, включу фильм. Там у меня 2 фильма есть. Вчера 1 фильм досмотрел, 1,5-часовой. Сегодня еще там 2 фильма осталось. Просто тупо буду лежать, смотреть фильм. И все. Вот, смотрите, что творит погода. Погода не летная, лучше дома сидеть. На улице распогодилось. Вышло солнце. Я, ребят, засыпал, спал вообще, кайфую. Как лег, сразу вырубился. Но вот покатушек на мотособаке немножко я устал. Вот. И погода еще давит. Сейчас вот проснулся, встал, сходил к реке, и там сработка. Не знаю, может от ветра сильный ветер, порывы были. Может и от ветра сработало. Короче, сейчас сходим, проверим. Тепло, двери открыты. Кайфую. Вон первая сработка, о чем я говорил. Надо проверить. Вперед, туда. Опа! Остальные молчат. Там 4-я тоже молчит. Вот одна сработка. Нету. Ничего нету.
Просто сработало, ребят. Ребят, вон. Возле берега, смотрите, как глубоко. Там еще глубже. Ладно, опасненько тут. Холостые сработки. Даже думаю, там рыбы не было. Вот. Сейчас пока дождя нету, снега нету, я схожу на сбор чаги, поброжу по тайге. Все как будет, снимать не стану, там результат только буду показывать. Ветер, конечно, южный ветер, полностью, наверное, уже потеплеет. Ребят, только что вернулся, съездил на сбор чаги, только приехал. Вот мои следы. Немножко надо катки почистить. Сегодня заморозки, сейчас уже опять прояснилось. Вообще прыгает, скачет погода. Но сейчас уже воздух такой сухой. Видно, что сейчас уже подморозит. Тулан, я надеялся, что он здесь. Куда-то далеко ушел. Того и бойся, чтобы вообще в село не ушел, убежал. Не знаю, где он. Сейчас покажу, сколько я набрал. Сперва в одну сторону сходил, там 2 больших шматка, ну и 3 еще более-менее, 4 совсем маленький. Вот. Ну и сейчас вот съездил, сейчас примерно килограмм 20, ну 18 точно есть. Вот. Уже большие шматки, там фотографии сделал. Там одно дерево интересное было, там, в общем, такое огромное. И сфотографировал, и видео даже немножко заснял на смартфон. А видеокамеру на сбор чаги я даже не взял. Так, давайте глянем, что там на реке. Там сработки нету, здесь нету. Ожидаемо, в общем, ребят. Думаю, и сработок не будет. Там тоже молчит. Все, значит, когда вода поднимается, уже щука не клюет. Это за такое время, если она была бы, должна быть сработка. Вот. Подкинул дрова. Задымел труба, блин. Хорошо. Сейчас на ночь я заготовлю еще дровишки там. Раскалю и в коридор там сложу. Где-то чурок 5 хотя бы. Пускай будет запас. Хотя там за ночь там немного уходит. Вот. И для ночи надо все-таки дрова, чтобы были из березы. У березы, во-первых, углей много. Вот это плюс есть. Для буржуйки это, конечно, береза, там угли, они долго тлеют и жар держит. А вот это гнилая елка, там пихтач и сосны там еще, древесина, они как бы от них углей мало. Так что для следующей зимы заготовлю тут. Больше привезу, если попадет где-то. Ну и валежники я там видел, с осени уже там елка с березой. Вот здесь у меня недалеко на лугу тоже. Думал там с осени спилить, привезти, а потом, думаю, мне это хватит и хватило, осталось еще. Для будущего сезона также буду заготавливать. Как бы и сухие дрова, чтобы были, там 2 ряда, чтобы было, и сырые тоже. Так, ну что еще? Сейчас я, как говорил, заготовлю дрова, приготовлю ужин и день заканчиваю. Все. Такой вот. Особо ничего не происходило сегодня. Так вот, приехал,
со второй избы. Непогода сегодня была. И не знаю, что будет завтра. Завтра у меня в планах целый день, если погода нормально будет, я целый день буду собирать чагу. Снимать также не стану, но просто я вам уже говорю, что у меня завтра, кроме сбора чаги, тут делать нечего. Сейчас охота закрыта, рыбалка, сам понимаете уже. Ну, может, если на озере где-то порыбачить, попробовать. Но мне неохота. Так что, ну, что как будет, я уже завтра буду вам снимать, показывать, рассказывать. Вот, я сейчас почищу быстренько вот это альбатросика. Огонь, техника, ребят. Подзаправить надо. Топливо еще есть у меня. Он немного ест вообще. Лифан 8 лошадей тут у меня. 230 написано, 230R 8.0. Вот такой вот. Пока я доволен. А где вот у меня Тулан? Интересно. Он не в избушке. Будка пустая. И прикинь, я там ходил тоже в тайге. Я его не видел. Куда-то убежал. Ладно, придет. Если нет, так встретимся уже в этом, в селе. Но думаю, он придет рано или поздно. Ладно, сейчас я займусь бытовыми делами. Это снимать не стану. Заготовка дров, готовка ужина. Ну и все. Опять северный ветер, я смотрю. Ну да, то южный начинается, то с севера. Вон, смотрите, ребят, не знаю, видите, нет? Вон Тулан идет. После того, как я приехал, минут через 20, наверное, пришел Тулан. Устал. Бежал целый день сегодня. Ну, полпути там бежал, когда возвращались со второй избы. Ножки, лапы устали. Вот, закрыл. Здесь все. На улице ветрено. Тулан. Покушай и спать. Здесь заготовил дрова. Вот столько. Достаточно. Так, ну а тут у меня... Ой. Ничего не видно, конечно. Освещение ни о чем. Но, в общем, картошка с тушенкой. Ну, там уже готово почти. Тушенка получается тоже белорусская. Говядина армейская. Вот это я показывал уже в своих фильмах. Он от подписчика из Белоруссии. Вот, сейчас я смотрю фильм и буду ужинать и спать. Вот Тулан тоже начал есть. Это хорошо. Так, ну все, давайте до завтра. Завтра уже включусь. Дальше буду вам снимать, показывать. Аккумулятор разрядился. В общем, завтра буду вам дальше снимать, рассказывать, показывать. А сейчас я ужинаю и отдыхать. Вот такой вот вкуснятина получилась. Забыл лук еще положить. Ну, лук в прикуску можно. Вот. Ну все, давайте встретимся завтра. Все как будет. Посмотрим. Очень вкусно.